Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии я, Лейла Муртазова. И в начале главной темы выпуска. На страже здоровья. Пациент подходит к специалисту, выдает свои результаты. В Республиканской клинической больнице стартовала акция ко Всемирному дню борьбы с инсультом. Сила в спорте. Сегодняшний форум – это возможность не только подвести итоги проделанной работы, но и наметить новые горизонты. Республиканский форум школьных спортивных клубов собрал лучшие образовательные учреждения и педагогов региона. Творческий вечер в Национальной библиотеке в честь 75-летия Моллы Осмаева. Занимая различные должности, Молла Осмаев всегда относился к своим служебным обязанностям добросовестно. О представленных работах расскажет наш корреспондент. В регионе прошел республиканский форум школьных спортивных клубов, где подводились итоги года и награждались лучшие образовательные учреждения. Кто вошел в тройку лидеров, смотрите в следующем сюжете. Республиканский форум школьных спортивных клубов – это не просто встреча, это настоящий праздник спорта, здоровья и молодости, который проходит в рамках реализации программы детско-юношеского развития до 2030 года, утвержденной распоряжением правительства Чеченской Республики. Среди почетных гостей на торжественной церемонии присутствовал и министр образования и науки региона Хошбауди Даев. С недавних пор уже есть конкретные федеральные требования, чтобы в каждой школе был открыт школьный так называемый спортивный клуб Чеченской Республики. Идет с хорошими результатами и также в рейтинговых показателях. И, конечно, сегодня здесь мы отмечаем именно те школы, те образовательные организации, которые показали себя с наилучшей стороны, которые показали более высокие результаты как на региональном, так и особенно на всероссийском уровне. Сегодняшний форум – это возможность не только подвести итоги проделанной работы, но и наметить новые горизонты, обсудить актуальные вопросы и, конечно же, вдохновиться на новые свершения. В Чеченской Республике спорт занимает особое место, а школьные спортивные клубы становятся настоящими центрами притяжения для юных талантов. Первым с докладом на тему состояния физического воспитания в образовательных организациях Чеченской Республики и задачи по развитию детско-юношеского спорта выступил директор Республиканского детско-юношеского центра физического воспитания, спорта и туризма Ислам Муртазалиев. У нас в республике в общеобразовательных организациях функционирует 542 школьных спортивных клуба. И на данном форуме подводились итоги за прошлый учебный год. И также основные задачи на 2025-2026 год и перспективные задачи в целях реализации программы развития детско-юношеского спорта в Чеченской Республике до 2030 года. После официальной части по традиции прошла церемония награждения, где всем отличившимся образовательным учреждениям вручили кубки, грамоты и благодарственные письма в таких номинациях, как «Звезды школьного спорта», «Спорт без границ», «Будущие защитники Отечества», «Спорт-технологии», «Клуб самбо». Ну а тройку лидеров общего рейтинга заняли. Гудермесский муниципальный район забрала бронзу, серебро ушло Урус-Мартанскому району, ну а лидирующую позицию завоевал департамент образования мэрии города Грозного. Мы собрались на форум школьных спортивных клубов. Это республиканского уровня форум, где мы, как Урус-Мартановский район, заняли второе почетное место. Этим мы горды. В нашем районе участвовало огромное количество школьников, и мы в отдельных личных зачетах, командных зачетах тоже заняли призовые места, первые места. Хочется также поблагодарить региональный фонд имени первого президента Чеченской Республики Ахмада Хаджи Кадырова, Далазот Обалуэльсон, за всю оказанную помощь в данном мероприятии. Данный форум станет отправной точкой для новых свершений, для укрепления связи между всеми участниками образовательного процесса. Ахмед Рамазанов, Шамсуди Жабраилов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Министр образования и науки Чеченской Республики Хошбауди Даев посетил презентацию мобильного приложения Держерхо, которое прошло в Институте чеченского языка.
Программа разработана сотрудниками Центра образовательно-информационных технологий. Это инновационный инструмент для школьников региона, упрощающий изучение родного языка через удобный формат. Приложение позволяет быстро начать обучение. При регистрации необходимо указать район, школу и класс, после чего пользователь получает доступ к заданиям на основе современных методик и школьной программы. Сейчас загружаются материалы по чеченской литературе для 1 и 5 классов. Ресурс также включен в федеральный перечень электронных образовательных ресурсов. Ночи маттанлерина халхарчу тайтолч класс текатчилчу материал шкоца от электронной барми яхни олчо сондела царах дег таждина дахоич и бог и школшка хайгар кошна дабаржу дега зарма шаш ночи матхуш давашилч урокшка от бог поэтяча беш ночи мат амургули хирдар алхич. Гражданам субъекта в очередной раз напомнили о важности прохождения обследования в рамках акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с инсультом. Квалифицированные специалисты совместно консультировали пациентов. Какие меры принимать, чтобы защитить себя, узнавала моя коллега. Это утро в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи началось с профилактики. Здесь в рамках акции, приуроченной Всемирному дню борьбы с инсультом, для всех желающих распахнули свои двери ведущие специалисты. Для кого не секрет, что инсульт – одна из основных причин смертности во всем мире. В рамках Дня по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, под чутким руководством нашего министра Алханова Адама Руслановича уделяется большое внимание профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Сегодня в рамках этой работы мы проводим день открытых дверей, где каждый желающий может пройти обследование, получить консультацию специалистов и узнать, как защитить себя от инсульта. 29 октября во всем мире отмечается этот важный день, главная цель которого – напомнить о страшных последствиях сердечно-сосудистых заболеваний, а также о том, как болезнь предотвратить. Среди тех, кто понимает ценность подобных акций, Хава Хасиева. Отдав медицине 55 лет жизни, она, как никто другой, знает о важности регулярных проверок. И каждый год проходит комплексное обследование. Каждый год приходим, направляем своих больных. Очень организованно, все внимание нам все уделяется. Буквально за руку нас тут водят. Это очень нужно для больных. Такие акции надо каждый год обязательно проходить. Программа обследования максимально насыщена. Всего за пару часов граждане могут пройти ключевые тесты, которые позволяют оценить риски заболеваний. Уже через 2 часа и пациент, и врач знают уровень сахара и холестерина в крови, главных виновников атеросклероза, ведущего к инсультам и инфарктам. Биохимический анализатор ДДС-240 проводит все виды биохимических анализов. Если говорить об инсультных больных, то это очень помогает нам и врачам в постановке диагноза, определяет глюкозу, холестерин и целый ряд биохимических анализов, которые необходимы для постановки диагноза. Каждые 3 месяца надо проводить это, потому что сейчас очень много проблем с инсультными больными, очень много поступающих. И они очень часто сюда обращаются. Это было бы, конечно, замечательно, если бы все люди задумались о своем здоровье, проверяли бы, проходили бы, обследовались бы. Акция проводится с 10 до 15. Врачи будут ждать пациентов для консультаций, а в диагностических кабинетах можно сразу же сделать ЭКГ, ЭХО-КГ и УЗИ брахиоцефальных артерий. После прохождения ряда обследований пациент подходит к специалисту, выдает свои результаты, а тот уже на основе анализа выписывает дальнейшие рекомендации и обследования. Кардиолог, невролог, эндокринолог и сосудистый хирург. Здесь в одном месте собраны все ключевые специалисты, которые рассмотрят проблему со всех сторон. Их совместная консультация позволяет выработать максимально эффективную тактику для каждого конкретного человека. Дело в том, что для того, чтобы узнать это сердце, нам нужно сделать УЗИ
сердца, нам нужно контроль за артериальным давлением, нам нужно сделать рентген легких, посмотреть сердце, какое увеличено, не увеличено. Возможность вовремя заметить тревожные сигналы, получить совет от врача и сохранить свое здоровье – та самая медицина, которая работает в республике на опережение. Рабиат Гайтиева, Магомед Басаев, Магомед Утаков. Вести, Чеченская Республика. Также аналогичная акция прошла уже в торгово-развлекательном центре «Грозный молл». Для всех желающих был открыт бесплатный диагностический пункт, где можно проверить состояние здоровья. Продолжит Магомед Азиев. На некоторое время торговый центр «Грозный молл» превратился в площадку здоровья. Здесь прошла масштабная акция «Не будь под ударом», приуроченная ко Всемирному дню борьбы с инсультом. Цель мероприятия – повысить осведомленность населения о проблеме инсульта и рассказать о методах его лечения, обратить внимание на ранние симптомы заболевания и необходимость своевременной медицинской помощи. Мероприятие несет сугубо практический характер. Врачи развернули настоящий диагностический пункт, где все желающие абсолютно бесплатно могли проверить свое здоровье. Проведение таких акций у нас ежегодно стало традицией. Эту акцию проводит Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с врачами медицинских организаций, а также с участием волонтеров-медиков, Чеченский медицинский базовый колледж. И эта акция направлена на повышение осведомленности населения об этом инсульте, о факторах риска, о мерах диагностики, о мерах профилактики. И направлена на то, чтобы привлечь население к ответственности, более к ответственному отношению к своему здоровью, чтобы на ранних стадиях при появлении факторов риска люди могли уже корректировать свои факторы риска, не допуская до осложнения, так как инсульт во всем мире занимает лидирующие позиции в смертности и в инвалидности. Самое грозное осложнение инсульта – это может быть летальный исход, либо инвалидность. В рамках акции участники прошли комплекс обследований, включающий измерение артериального давления, уровня сахара и холестерина в крови. Ведущие специалисты провели индивидуальные консультации, объясняя, какие факторы значительно увеличивают риск развития инсульта. Сегодня вот это мероприятие, я считаю, очень правильно организованное, потому что людям доступны врачи, специалисты, кардиологи, неврологи, эндокринологи, терапевты, до которых в обычных организациях нелегко добраться, регистрацию проходить и так далее. Это долгая история, поэтому здесь очень легко и доступно попасть к этим специалистам, получить рекомендации, проверить уровень сахара в крови, уровень холестерина в крови, ну и, соответственно, получить рекомендации специалистов. Медики стремились донести до населения жизненно важную информацию. Как распознать первые признаки удара, почему критически важно немедленно вызывать скорую помощь и какие меры предосторожности могут спасти здоровье. К нам приехали самые лучшие специалисты, это кардиолог и терапевт. Они измеряют давление, сахар, также вашу температуру, и в случае чего они отправят вас на обследование в больницу. Проведенная акция наглядно продемонстрировала, что современная медицина делает ставку на профилактическое лечение, а такие открытые форматы работы с населением позволяют дотянуться до тех, кто в повседневной жизни откладывает поход к врачу на потом. Магомед Азиев, Сайдемин Мусаев и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. Работы на второй линии нового района имени Владимира Путина идут полным ходом. На территории уже активно возводят многоквартирные дома. О том, как меняется внешний облик будущего микрорайона, поделится Рабиат Гайтиева. В столице Чеченской Республики строительные работы не прекращаются ни на миг. Ежедневно продолжается активное возведение второй линии нового района имени Владимира Путина. Ключевыми элементами проспекта станет одна из крупнейших мечетей Европы – комплекс современных жилых кварталов и объекты социальной инфраструктуры. Здесь, помимо основного здания мечети с 4 минаретами, будет Исламский университет, библиотека, парковочная зона и подземная автостоянка. Планируется, что одновременно в мечети смогут молиться несколько тысяч человек. Проектом предусмотрено, что в следующем году работы будут полностью завершены, включая асфальтирование, озеленение и благоустройство улиц. При строительстве будут внедряться современные решения, умные системы освещения, энергоэффективные технологии, цифровые сервисы и экологически чистые материалы. Мы вышли на 5-й этаж уже, строим 5-й этаж. Осталось самое за малым дать. У нас поставлены сроки в следующем году 5 октября сдать их.
так как вызов был брошен, и мы уложимся. Уже сейчас те, кто живут и работают на первой линии проспекта, ощутили перемены. Местные высоко оценили новый район и с надеждой смотрят на развитие всей территории. Нам очень нравится новый район, проспект Путина, потому что здесь очень хорошие дороги, очень ровные, велосипедная, также для самокатов дорога. Здесь очень красивые подъездные переходы, очень красивые здания, все так похожи, и это и вправду похоже на Дубай. Полный район Реализация столь масштабного проекта от начала до конца проходит под личным контролем главы Чеченской Республики. Регулярные инспекционные выезды позволяют гарантировать строгое соответствие современным стандартам качества возводимых комплексов и, конечно, утверждение работ по графику. Рабиат Гайтиева, Шамсудин Джабраилов, Магомед Тутаков. Вести. Чеченская Республика. Творческий вечер в честь 75-летия Маулы Осмаева, ученого, журналиста и историка. В рамках мероприятия он представил свою новую монографию о подвиге чеченского и ингушского народов в Великую Отечественную войну. Как отметили круглую дату в сюжете Турпала Литайсумова. Ученый, журналист, историк, государственный служащий и творческий человек. В этом году Маула Осмаев отметил свой 70-летний юбилей. Верные друзья, коллеги, ученики пришли поздравить его в рамках творческого вечера. Здесь он представляет монографию, а посвящена она подвигу чеченцев и ингушей в период Великой Отечественной войны. Вклад тружеников тыла Чечено-Ингушской ССР в победу Великой Отечественной войны. Я, честно признаться, не особо был и настроен проводить это мероприятие, но добрые друзья, товарищи настояли, и я согласился. Я очень рад, что я выбрал именно эту тему для научного исследования. Были разные предложения, чтобы я выбрал тему, так сказать, неприметную, но я очень рад, что выбрал именно эту тему, посвященную трудовому вкладу тружеников Чечено-Ингушской Республики в победу Великой Отечественной войны. Мне очень хотелось, так сказать, показать, чтобы участие представителей чеченского народа в Великой Отечественной войне как непосредственно на фронтах, так и на трудовом фронте. И мне кажется, что это мне в некоторой степени удалось. Также в монографии мы попытались доказать несостоятельность всевозможных инсинуаций о предательстве и дезертирстве чеченского народа. Вот именно в этом русле и построена работа. В Национальной библиотеке в честь вечера творчества Маулы Осмаева выступили прославленные чеченские артисты. Они подкрепляли настроение собравшихся. В честь юбилея виновнику торжества вручили памятную медаль от Союза журналистов России, а председатель парламента региона Шаид Джамалдаев от своего имени также передал презенты за различные заслуги. В этот день коллеги и друзья, знающие Маулу Камиловича, от души отзывались о нем. Министр культуры Балдыр, Угр Халхан Ярик, Шумасана Дагайолас, Угр Кирми Ханьяри, это он сам мэр Халх Араб, Халха Фо, Убош, специалист, я охватываю, еще его сферы, Йорин, Халкин Аяхан, Лячонал, Айса Берлиш, Угр Вадидо Алиш, Ерсиш Мубахар, с чистого листа, Дадугар, еще его сферу возродительная. Балавычу, балавайтан, дешвичу, дешвайтан, водачун, водяш, эрвер, лилчвик, дехар, скиехтуай, шавик, хацаур, цедюр, набелатуан, вейнседу, мохдам, кюбезвой бош, алавер, лилер. Унах амилу, имелла цвех, хатир асюг, шуни ашвай. Дериги дюни дух унах чун мех, ар дюниям унах имелш тядей. Баку поэт Сулейманов Ахмад, дадуha дюни ونخي بيلشتع تغنى سقو سعيار بعنا اسمع مولا سيرت وصن ووزيت ويداخر ورد بابو يبوخ يستوش دايما يلوش بو خندرك يشوش وسهورد خوال دقح حنوق ولا حي هورد كيم ادمل يغبيلح كيمن بوخ استقل يغبيلح الق روداكس ثم ألر وقلتش داخرن مخدورتن بقجر دوتش تشقوال دال حنر لو المولد
Сейчас он является профессором Чеченского государственного университета имени Ахмата Хаджи Кадырова. Там он с таким же успехом обучает молодых людей полезному ремеслу, как преемников для достойного будущего. Занимая различные должности, Молла Осмаев всегда относился к своим служебным обязанностям добросовестно, ориентировал подчиненных на получение самых лучших результатов. И это ему удалось, о чем свидетельствуют многочисленные государственные, ведомственные и республиканские награды. Тур Ларита Айсумов и Моу Сархаджиев. Вести. Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.